Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. І працягнем мы абмеркаванне таго, што адбываецца ў Беларусі і у камерах месцаў не столь аддаленых, такіх таксама шмат у Беларусі, з журналістам выдання «Беларусы і рынок» Артёмом Майоровым. Прывітанне, Артём. Добрый день. З вызваленнем цябе пасля чарговых 15 сутак. Скажы, ўсё ж таки з самага пачатку, калі ўзяць тэму гэтую, за что? Нет понимания, почему это произошло. Сидели мы, гадали. Вчера там я встретился с друзьями, мы анализировали, почему я один из 4 задержанных журналистов оказался задержанным и арестованным на сутки. Вероятнее всего, я уже так логически как-то домыслил, что когда я сделал фотографию помещения, фотографию закрытых дверей офиса, я отправил ее там в редакцию. Давай я пераб'ю. Ўсё ж таки, перш чым мы пачнем асэнсаваць за што, мы ўсё ж таки да таго, як гэта адбывалася, што, ну, то есть вот што гэта было. Журналіст пайшоў па сваіх журналісцкіх справах. Куды і што вот там вот пахвілінна, так бы мовіць? Да, было так. Я проснулся с утра, собирался на работу. В 9:50 прочитал сообщение в телеграм-каналах о том, что в офисе Тутбая проходят обыски. Я понял сразу, что это главная новость дня, это мировая новость. Непонятно было вообще ничего, никаких дополнительных сообщений не было. Я подумал, что нужно информацию эту проверить, и направился в офис Тутбай Медиа. Приехал туда и начал там журналистскую работу. То есть просто смотреть, анализировать, собирать информацию и стараться передать ее общественности. Да. Ну, а сам працэс затрымання, то есть вот ты некуды не туды полез, не тое сказаў, не до таго звярнуўся з пытаннем. Что было? История была максимально странная. Я приехал туда, увидел просто парковка, все, ничего необычного не происходило. Я сделал на парковке фотографию там стоящих рядом машин, зашел в офис, спросил бариста, который находится в холле 1-го этажа, видел ли он что-то подозрительное. Он сказал: нет, ничего не видел, я занимаюсь своей работой, варю кофе, не спрашивайте меня это. Я поднялся на 8-й этаж. Примуса починяю. Да, я поднялся на 8-й этаж, на 8-м этаже увидел эти застекленные двери, понял, что что-то происходит. Я сделал фотографию, вышел какой-то человек, вероятно, там проводящий обыск или какие-то следственные мероприятия, я особо не знаю. Он говорит: что такое? Я говорю: ничего, все, я ухожу. Поднялся на 9-й этаж, сделал фотографию, спустился вниз, просто сидел, думаю, что будет происходить, поднимутся ли сотрудники, которые работают в офисе, приедут ли они на работу. Ничего не происходило, подъехали какие-то другие журналисты, вероятно, журналисты Белсата, я уже не помню, поднялись наверх и пропали. И 20 минут их не было, вообще ничего, они поднялись наверх на лифте, не спускались, ничего не слышно. Я подумал, странные дела какие-то происходят там. Может быть, уже кто-то схватил журналистскую удачу за хвост и берет интервью, уже там сейчас возьмет горяченький комментарий, я тут сижу внизу и отдыхаю. Поднялся тоже наверх, и уже на 8-м этаже в холле стояли сотрудники, там 2 сотрудников, они говорят: выходи. Я говорю: не, я не буду выходить, поехал на 9-й этаж. На 9-м этаже понял, что дело запахло, можно сказать, жареным, спустился на 0-й этаж, и уже на 0-м этаже меня уже на выходе из лифта приняли и сказали, что типа: что ты здесь сделал, показывай документы, давай разговаривать и все такое. Никаких объяснений этому, я ничего противозаконного не делал, не агитировал, ни в митингах не участвовал, лозунги не выкрикивал, просто сделал 2 фотографии и был задержан. Ну добра, что ты тут робишь? У тебя ж ёсць там нейкае там пасведчанне. Я журналист, вот мое пасведчанне. Вот была на гэта нейкая реакция? Да, была реакция, но все это происходило в последнее время, это все происходит таким образом. Если раньше как-то к этому относились уважительно, как-то, не знаю, там спрашивали, смотрели журналисты, пытались разобраться в ситуации, тут началось в каком-то смысле в таком пацанское какое-то отношение: что ты здесь делаешь, какая у тебя фамилия, из какой ты области. Я там говорю: фамилия Майоров. Они говорят: типа, такая хорошая фамилия, и ты занимаешься какой-то ерундой. Я говорю: в какой я ерундой занимаюсь? Они начинают говорить там, типа: что ты ходишь фотографируешь? Хорошая фамилия, а ты не в органах. Да, ходишь фотографируешь. С какой ты области? Я говорю: я родом из Могилевской области. Они такие: и в Могилевской области уже там начинаете типа что-то делать. Какая-то не имеющая отношения, какая-то дворовая дискуссия, непонятно зачем, непонятно к чему ведущая. Окей, давай пойдем разбираться. Меня подняли на 8-й этаж, завели прямо в офис Тутбая, в котором в тот момент проходили следственные эти мероприятия, посадили к стене, к зеркалу и сказали: просто сиди и смотри в стеночку и отдыхай, к тебе доберемся.
Ну и вот я там просидел 1,5 часа где-то, ничего, я пытался с кем-то поговорить, никаких комментариев, но я просто сидел тихо там. В тот момент у меня там уже, к тому, пока я поднимался на лифте, у меня уже взяли в руки, забрали это удостоверение, забрали паспорт, уже все у них было в руках. Когда заводили в офис сам Тутбай, уже там досмотрели рюкзак, достали ноутбук, телефон, все отдельно отложили. Я такой просто как бы вот в одежде, в которой приехал, сидел на стульчике, там 1,5 часа отдыхал, чилился, думал, что будет дальше. Ну і што па выніку было далей? Ну, было дальше странные истории происходили. Там сидел, проходили мероприятия, обыскивали, я так пытался там посмотреть, что происходит. Ходили люди с зеркалами такими вытяжными специальными, я не знаю, там, вероятно, это были сотрудники ДФР, они проводили следственные мероприятия, обыск, там все как положено, никаких вопросов к ним не было. Рядом сидел со мной, так скажем, конвоир-охранник, который наблюдал, чтобы я ничего не делал, никуда не вставал. Проходило 1,5 часа, нужно отметить, что при этом всем не было никакого там жесткого задержания, да, не было никаких там вульгарностей или еще чего-то. Подходил сотрудник ДФР в таком, представительском виде, вероятно, какой-то там руководитель группы, начальник группы, он такой: Артем Сергеевич, не волнуйтесь, все ли у вас хорошо, как самочувствие, все в порядке, сейчас до вас дойдем, все в порядке. Что делали? Потом в какой-то момент, там, через 1,5 часа примерно я уже сидел, уже стало скучно совсем, я уже там рассмотрел всех мух на зеркале, уже все точки, грязь и все такое, там посмотрел, как устроены плинтуса в офисе Тутбая, не знаю, занимался всем чем угодно, и уже подошел этот молодой человек, он не представился, он сказал, что вот дошла очередь теперь и до вас, давайте будем, в отношении вас будем проводить проверку, что вы здесь сделали и так далее. И тут уже посыпались немного странные вопросы, о том, они уже увидели мой паспорт, в паспорте увидели польскую визу, меня это реально удивило, они увидели польскую визу и там начали расспрашивать про Польшу, ездил ли я в Польшу, что я делаю. Там на фоне какие-то сотрудники другие ходили, постоянно они видят, что со мной что-то происходит, меня там опрашивают, и я там слышу краем уха, они между собой общаются, что это за кекс тут сидит, что он здесь делает, они там польский агент, типа приехал польский агент что-то делать. Вот, они там спрашивали про Польшу, смотрели мое удостоверение, фотографировали со всех сторон, ноутбуки, телефоны, расспрашивали, давайте еще раз вы расскажете, что вы делали, расскажите поэтапно, зачем вы приехали, что делали, какие фотографии вы сделали, расскажите, что в Польше делали, вот мы видим, что вы выезжали. Ну и рассказал, что я там занимался журналистской деятельностью, все в порядке, это обычная рядовая поездка, ничего запрещенного, никаких контактов, отношений с там, оппозиционными, не знаю, экстремистскими каналами, телеграм-каналами не имею, друзьях, товарищеских, дружеских отношениях не состою. Но они там спрашивали, и было видно, что они сами не понимают, что нужно делать. Это все как-то так тянулось, непонятно, переспрашивали по 300 раз, уходили куда-то там, совещались, кому-то звонили. Тот конвоир, который сидел, охранял меня. Ну, нужно отметить, как они уже так вот одеты, во все цвет хаки, тут балаклава, это только глаза, там кепка какая-то, такая интересная барсеточка, они сидят, там смотрят на меня, я там смотрю тоже в глаза. Он спрашивает, там что-то говорит, ну что там, допрыгался? Ну что ты такое, добегался? Я говорю, в смысле добегался? Он говорит, а ты знаешь, что по новому законодательству силовиков фотографировать нельзя? Я такой, типа, говорю, разве это законодательство вступило, типа, в силу? Ну, такой, потом разберемся. Ну, такая какая-то маленькие психологические уловки, давление какое-то. Ну, все, я сидел некоторое время, ожидал этого всего. И потом просто каким-то образом уже закончился, вероятно, обыск на этом этаже, и мне говорят, все, выходим с вещами, еще раз все перефотографировали, меня там сфотографировали со всех углов, и говорят, выходи. Я вышел, меня на нулевом этаже, на первом этаже уже встретили сотрудники в гражданском, и сопроводили меня в гражданский Volkswagen Polo, я там не помню ни номеров, ничего, никто не представился, просто такой, все, садись, давай тут, сели там один парень, мужчина сел на заднее пассажирское сбоку, водитель был тоже такой, как бы оно ничего примечательного, особенного там не происходило, все было культурно, но в целом было интересно, что такие вот психологические уловки. Я сажусь там сзади, этот водитель смотрит в зеркало заднего вида и такой там в глаза всматривается, такой, типа, что я там супер преступник, он такой смотрит долго в меня, я там смотрю, такая война взглядов, типа, пытаемся друг друга перебороть. Ну и все, я там сидел, мы уже начали ехать, я понимаю, что мы едем куда-то там на улицу Фабрициуса, в какой-то РОВД, я говорю, я задержан, хотя до этого я спрашивал, я задержан, мне там не отвечали, я говорю, задержан, мне говорят, да, вы задержаны, я говорю, какая статья, мне сказали, общественный порядок. Я приехал в РУВД точно так меня там подняли на какой-то этаж, и что-то начали какие-то бумаги заполнять. Я там начал говорить, что вообще происходит, что за ситуация, почему я оказался здесь, давайте разъяснять. Там, времени у меня не было, телефона у меня не было, по моим так внутренним подсчетам 3 часа уже прошло. Я говорю, вроде как бы заканчиваются часы, они там отмалчивались, не отвечали. Ну, и я вижу, начинают заполнять бумаги, что-то дали подписывать. Я говорю, без адвоката подписывать не буду. И, никаких вообще разговоров
с вами вести не буду, никаких дел не буду иметь, но они сказали, что там тоже так всяко странно, все это странно происходило. Я там спрашиваю, какая статья? Что вы заполняете протокол, что вы там пишете? Он говорит, пока никакой статьи. Я говорю, допустит ко мне адвоката? Вряд ли. Я говорю, там, я сегодня смогу вернуться домой? Там, типа, может быть. Я смогу оповестить родственников о своем задержании? Неизвестно. То есть вот такие непонятные ответы, неоднозначные. Артем, я выбачаюся, что пераб'ю. Вот я слухаю тебе. Я-то ведаю, что тебе судили за хулиганство. Так вот, слухаю і чакаю. Так калі ж вот будзе факт хулиганства, калі ты уже прызнаешься, что ж ты там нахулиганил? Факт хулиганства был уже постфактум, вот где-то через несколько минут после этого. Они заполняли всякие бумаги, происходили разные мероприятия, которые не подчиняются никакой логике. То есть, например, был такой момент, я сидел долго, все это томно происходит, там бумаги заполняют, я же не вижу, там, что заполняют этот сотрудник, ни имен, ни фамилии, ни званий, ничего я не знаю. Он что-то заполняет, берет какой-то протокол, сворачивает его, выбрасывает в мусорку, потом заново что-то начинает заполнять, и потом мне говорят, выходи в актовый зал, поговорим. Я выхожу в актовый зал, садится какой-то, как представляется человек, представитель уголовного розыска, дает мне предписание о недопущении повторности, там, реабилитации нацизма, там непонятная куча конструкций этих смысловых. Я говорю, я не знаю, что это за бумага, говорю, во-первых, вы из уголовного розыска, что это вообще, как-то у меня не вяжется, говорю, я не юрист, давайте приедет адвокат, все, будем разбираться по порядку. Они такие, начался вот этот мой любимый момент, пацанский разговор. То есть вот сотрудник этого уголовного розыска, он сказал, типа, Артем, Артем Сергеевич, пойми, что я тут зла тебе не желаю, давай просто поговорим, расскажи, что ты там делал, давай по-новому, я тебе хочу помочь. Я рассказал опять историю от начала до конца, и началась вот эта, типа, такая история, надо было не ехать на Тутбай. А зачем было ехать на Тутбай? Ведь можно же было дождаться официального брифинга МВД. Там бы все рассказали. А ты поехал, и ты вот помешал проводить какие-то там действия, да, и вот тем самым ты оказался здесь. Подписывайте бумаги, что там тоже такое вот все пацанское такое, типа, приедет адвокат, что он тебе скажет? Что скажет адвокат? Он скажет, подписывать, не подписывать. А зачем тянуть время? Подписывай сейчас, пойдешь домой уже через некоторое время. Я сказал, что типа не буду я подписывать, и там началась дискуссия, долгая дискуссия про журналистику, что вот раньше Тутбай был хорошим СМИ, этот сотрудник даже сказал, что, говорит, раньше я и сам читал Тутбай, было удобно смотреть курсы валют, а теперь, говорит, они там начали нагнетать, и поэтому я больше Тутбай не читаю. Зараз там курсы валют нагнетенные. Да, что-то в таком смысле. И говорит, я больше Тутбай не читаю, вот надо понимать, что вы там делаете все вот так неправильно, вы все это искажаете. Какая-то долгая дискуссия про журналистику. И у меня уже началось тоже такое, неспокойствие, мне уже надоело вот это вот все. Я говорю, типа, мы сейчас за жизнь пришли поговорить или что-то мы будем со мной делать? Если что-то будем делать, давайте дальше, к следующим этапам приступать. Он говорит, не будешь подписывать? Я говорю, не буду. Он такой, окей, приходи назад в кабинет. Привел меня в кабинет, опять сфотографировали, опять со всех сторон, все, рюкзаки там, не знаю, опять бейджи, опять паспорта, опять что-то пересмотрели. Все, я уже сел в этот кабинет. Со мной, обязательно этот момент, я люблю его рассказывать, со мной сидела женщина, которую осудили, там такой конвейер судебный происходил, сидела женщина, которая просто тоже сидит, она пьет водичку, я говорю, что с вами произошло? Она говорит, показывает, и стоит этот БЧБ-зонтик. И она говорит, вот, заходила в суд Московского района, тогда в тот день там, по-моему, рассматривалось дело студентов. И она просто был на улице дождь, она заходила с зонтиком, говорит, просто на досмотре, проходила досмотр, и увидели этот зонт. В итоге у нее уже был заполнен протокол о том, что она пикетировала возле кабинета номер 403 в здании Московского суда, с помощью зонтика там выражала общественное настроение, все в таком духе. И она сидит и там говорит, дайте позвонить, к ней точно такое скотское отношение. Говорят, вы уже 3 часа здесь сидите, вы уже, наверное, должны были понять, что мы не дадим вам позвонить, да, типа, что вы еще от нас просите? Отдыхайте, все хорошо. Она говорит, я сегодня домой попаду. Они говорят, да, вероятно, потому что у вас уже через 2 часа суд, поедете на суд. Она там сидела, спокойненько пила водичку, мы там пересматривались, а со мной непонятно что-то происходило. Я все сижу, жду, там эти бумажки заполняются, один человек выходит, другой приходит, на его место третий садится, у них там не хватает бумаги, приходит один чувак, хочет распечатать принтер по другому там протоколу, не хватает бумаги, идет к другому, кто-то пересаживается, эти флешки там меняют местами, все это так очень сумбурно, как я сидел и вспоминал слова Марии Колесниковой, которая говорила, что у них там бардак, настоящий бардак. То есть даже на мой дилетантский взгляд, там нет никакой системы, все вот такое разрозненное, непонятное, они сами творят, как хотят. Это похоже больше на какое-то
прозвучит, может быть, грубо, я прошу прощения у сотрудников правоохранительных органов, но это было похоже не на какую-то государственную организацию, это было похоже на какой-то, ну, не знаю, колхоз, можно так сказать. То есть вот, Рашкину контору. да, они между собой вот так все там типа общаются, так пацанчики какие-то, то есть без уважения входят, непонятно, что делают. Ну и все, в итоге, в конце концов, это длилось, что-то заполняли, потом мне говорят, все, давай описывать имущество. Я доставай ноутбук, там опись имущества, снимай эти шнурки, снимай ремень, давай там откладывай куртку, если будешь брать с собой в изолятор, то забирай с собой, если не будешь, давай сложим личные вещи, опишем. Но я понял, что уже дело так запахло жареным и все такое, и меня уже будут везти в изолятор там на Крестина или куда дальше. Ну, поговорить не удалось до сих пор. То есть меня уже начинают описывать все. Я говорю, я подписывать ничего не буду. Подписал только вот эту опись арестованного имущества, потому что, думаю, техника дорогая, ноутбук, iPhone. Думаю, пусть хоть что-то окажется, потому что я потом не заберу никаким это образом. Ну и все, меня сопроводили уже в приемный пункт вниз, там на первый этаж, сопроводили в этот так называемый обезьянник. И когда уже спускали, там уже этот человек, который заполнял протокол, тоже уже по-человечески поговорил. И я такой говорю, так что там написано в этом протоколе? Он говорит, мелкое хулиганство. Ну тоже, опять же, меня там прикалывали эти истории, когда я иду, говорю, а что предусматривает эта статья? Он говорит, арест или штраф до 30 суток. Хотя позже оказалось, что эта статья предусматривает только 15 суток. Я не знаю, или это не профессионализм, или это специальная такая психологическая уловка, но как-то так случилось, что этот человек дал неправильную информацию, завел меня, мы там долго общались, он такой ждет, тоже сопровождает меня в этот обезьянник, в обезьяннике в этом не открывают двери, он звонит дежурному, дежурный там долго что-то тупит, не может меня сопроводить в эту клетку, и я там стою, общаюсь, говорю, так как вы считаете, я ранее был осенью задержан по статье 23-34, и будет ли эта статья как-то иметь влияние на вот эту статью, по которому тут задержали? Он говорит, все на усмотрение судьи, но риск отъехать на сутки велик. Типа, вероятнее всего, отъедешь на сутки. Я говорю, а каков ваш вердикт? Он говорит, ну, это все на личное усмотрение судьи, 5 суток, говорит. Ну, такой, типа, пытался поговорить. Все, засадили меня в этот обезьянник. Я там 3 часа пробыл в этом обезьяннике. Тоже страшная атмосфера, страшная обстановка, потому что этот обезьянник, он предназначен для людей, которые, ну, я не знаю, там, пьяницы и выпивохи, которые там в грязном, неопрятном виде приходят туда. Стены замызганные, запах непонятный, такая бетонная, все бетонная, большая территория, очень холодно, эхо тоже так вот интересно все. Я не знаю, это так есть или это мое восприятие, но всегда казалось, что вот все сделано специально психологически некомфортно. То есть в этом обезьяннике эхо. Ты начинаешь, чтобы время скоротать, начал считать вслух. Я считаю вслух, и вот в этом обезьяннике эхо большое. То есть даже невозможно произносить слова вслух. Как-то вот все давит, так типа непонятно. Ну, и я там просидел где-то часа 3, приехали сотрудники ППС, патрульно-постовой службы, для того, чтобы доставить меня в этот изолятор. Ну вот, отвечая на вопрос, когда я узнал, что я ругался матом и занимался хулиганством, это я узнал уже, когда был доставлен в этот обезьянник. И я это узнал случайным образом, то есть вот уже так попытавшись по-человечески поговорить. Вот, и, ну, на самом деле, никаких там высказываний хулиганских и так далее, из хулиганских побуждений я не делал. Ну и вот я просидел в этом обезьяннике, потом встретили сотрудники патрульно-постовой службы, доставили на УАЗе «Патриот» меня на Окрестина. Точно так, они там все такое разгильдяйское, мы там едем, этот человек держит, сотрудник сбоку меня сопровождает, держит этот протокол, и я там уже краем глаза сам читаю и вижу, что вот в чем меня обвиняют, то есть вот только ту пору я примерно это узнал, он там не пытался разговаривать. Очень интересно было, тоже такой вот интересный момент с журналистской точки зрения. Мы едем, и слышно общение по рации. И там вот таких нюансов было очень много, когда по рации вызывают какой-то патруль, говорят, приходите патруль, там пьяные на улице такой-то выпивают, компания из 3 молодых людей, распитие спиртных напитков. Ответ там от оператора, от этого дежурного, говорит, что наряд не укомплектован, 3 человека, направим кого-нибудь другого позже. Там через несколько минут приходит опять запрос, что гражданка сообщила, увидела там БЧБ флаги, например, и там типа все, наряд выбыл. То есть вот так. Потом там типа опять на какой-то улице жена пришла домой, встретила дома незнакомого мужчину. Опять типа там через некоторое время сотрудник приезжает, говорит, дома через полчаса он приезжает и говорит, прибыл по адресу, ничего такого не обнаружил. То есть как-то так. Вот такая приоритетная история была. Ну и все, доставили меня на Окрестина, ну и все, дальше понеслось. Я там сидел на Окрестина. Ну вот, это уже следующий этап этой всей длинной и увлекательной истории. Андрей Соловейчик. Тёма, привет. Гарри Постер, вельмі цікава распавядаеце. Ці можаце даць параду бывалага по дакументаванню парушэнняў праў затрыманых з улікам таго, што ўсе відэарэгістратары і камеры у РУСах і СІЗО
раптоўна перастаюць працаваць увіду масавага тэхнічнага збою? Никаких у меня нет, я не могу ничего посоветовать, потому что на самом деле творится полное беззаконие. Вот настоящее беззаконие, если раньше хотя бы как-то пытались соблюдать вот эти временные рамки по задержанию там, до 3 часов по предъявлению обвинения, я не знаю, там юридически, до 72 часов содержания под стражей. Сейчас это не соблюдается совершенно. Тебя могут продержать и 5 часов, тебя могут продержать и там больше 3 суток. Эти истории, когда я находился в РОВД, у меня еще была возможность пользоваться телефоном, я написал своим родственникам и знакомым о том, что я нахожусь в этом РОВД, они стояли под входом, около входа в РОВД, звонили дежурному и говорили, находится Майоров у вас? Они говорят, нету его. Он говорит, как нету? Он пишет нам. Я даже скидывал в Телеграме свою геолокацию. То есть я не мог обмануть, да, я думаю, может, я ошибся. Я скидываю геолокацию, что я здесь нахожусь. Вот в тот же момент они звонят там дежурному, дежурный говорит, у нас таких нет. И, это, я не знаю, это нарушение максимальное. Это, я не знаю, какие тут можно дать советы. Тут ничем не поможешь. Артем, давай пропустим эту частку суда. Мы уже не один раз ведали, бачили, чулі, як тут суды зараз адбываюцца. Вот гэта такі конвейер Форда, так что можна, в принципе, пропустить. Больш мяне цікавіць все ж таки цяперашняе стаўленне ўжо у самім Акрэсціна. Як там? Потому что нам же ж тут вот Азаронак показываў, якія там шыкоўныя санаторныя умовы, як добра кормяць, і хлоркі там ніякай няма, нічога. Твае ўражанні. Вось цябе открываецца дзверы ў камеру і кажуць, Майоров, будешь тут чалиться. И... Да, но это все очень взаимосвязано между собой, да, вот эти вот про какие дать советы. Единственный совет, я, чтобы не забыть, наперед забегу немножко, единственный совет, положите себе в рюкзак, в карман или куда-нибудь беруши. Беруши спасают просто, это must-have вещь, которая должна быть у каждого белоруса сейчас, потому что они спасут. Я не знаю, пропустят их или нет, надо как-то попробовать спрятать, но беруши, спасают. У нас были люди, которые с нами сидели в берушах, они, более-менее сносно провели вот этот срок. Но как это происходит? Все взаимосвязано. Меня приводят эти ППСники, заводят куда-то, я становлюсь лицом к стене, руки за спину, я там пытаюсь осмотреться, отношение сразу такое, типа, что ты здесь вылизываешь, что ты здесь фотографируешь, смотри в стену, что-то там быстро это проходит, все как-то заполняют, непонятно, все заводят камеру, переобувают тапки, закидывают, все, я оказываюсь в камере. Нужно отметить, что я сначала был на ИВС 3 суток, меня закинули в этот ИВС, и какое отношение? Отношение было такое, что в этом ИВС я сидел, у нас камера была на 2, по-моему, на 2 человека или на 3 человека, и нас было там 7 человек сразу же, уже было 7 человек, примерно 6, я 7-м заходил, среди них было 4 алкашей, бомжей и там 2 политических. И я захожу, и все, они рассказывают, вот мы тут разный срок сидим, там вчера ночью, сегодня с утра, и все такое, вот дожидаемся суда. Все, я зашел туда, сижу свое время, начинаем общаться, ничего не происходит особенного, там просто сидим, общаемся, горит круглые сутки свет, нет ни матрасов, ни подушек, просто сидим сутки, ждем, там типа общаемся, ждем суда, заходим на суд. На суде тоже много всяких таких нарушений. Там этот суд как проходит, очень интересно. Просто вообще за весь мой срок, за 15 суток, мимо меня, через меня прошло примерно, считал, 60 человек разных. То есть вот это все меняется, они постоянно так конвейером между собой проходят. Прошло 60 человек, куча разных историй, когда выводят на суд, у человека суд, его привел конвоир, общается судья там с обвиняемым, они разговаривают, потом судья говорит, переходим к опросу свидетелей. И тот конвоир, который приводил на суд по скайпу этого обвиняемого, он такой, окей, в камеру рядом подлазит и начинает давать свои свидетельские показания, которые он точно так слышал вот прямо сейчас. И это вот такое все отношение, вот так вот, это все в мелочах. Мы сидим, никаких ни книг, ничего, ни передач, просто сидим там, томимся, закрытые окна, непонятно, ночью холодно, летом жарища, духотища, вонь от этих бомжей специально политическим закидывают вот всяких таких хулиганов, бомжей, среди кучу разных историй привез, среди нас был история достойной экранизации, среди нас был мужик, который пронес каким-то образом спички и сигарету. Была спичка и сигарета. И он после пьянки, там непонятная у него история, избил маму, что-то такое, он сидел, трясся, вот отошел, выспался, уже протрезвел, и захотелось ему курить. И он трясется, вот там прям никотиновая ломка, наркоман, трясется и типа говорит, курить есть? У всех спрашивает, есть ли курить? Есть ли курить? Говорят, не, курить нету. Что-то он там хотел как-то, не знаю, запалить эту спичку,
как ты... В камере сложно это сделать. Ну, общими там усилиями попробовали об кафель, об что-то еще, ее попробовали зажечь, она стерлась, ну и не зажгли. И он там 2 часа ходил, трясся, вот эту всю эпопею долгую рассказывал. Потом внезапным образом спичка сломалась, курить уже понимаем, что никак не получится. И он там встает, выводит его из-за камеры, и мы там видим на шконке на этой лежит как раз эта терка от спичек. То есть вот так. И он трясся всю ночь, не давал никому спать. Он только услышал слово «спички», он сразу такой «спички, спички». То есть вот, и вот так вот смешивают, разные попадаются люди. Кто-то нормальный, кто-то за пьянку, кто-то хулиганил, кто-то обливался, кто-то там, извините за такие не максимально некультурные слова, но реально все это страшно, они все такие пробитые, испитые, трясущиеся, там ходуном ходят руки, пьют там, дают эти кружки, они там пьют обед, и там кружка трясется, бьется об зубы, он не может попить, у него такой вот отходняк, там, посталкогольный синдром. Вот, как-то так. Поэтому вот ты все это наблюдаешь, ты это сидишь, ты это смотришь, сам думаешь в своих там мыслях, варишься о том, что будет дальше происходить, оправдает ли тебя суд, что ты скажешь, что там, типа, что с родственниками и все такое, знают ли они об этом. Ну и все, там быстро время пролетает, условно говоря, через 3 суток этот вот суд точно такой с нарушениями, когда там по скайпу ты ничего не слышишь, там ничего не видишь, мы уже не будем эту тему поднимать, этот конвейер, ну и все, и потом переводит ЦИП, Центр изоляции правонарушителей, и вот там тоже точно такая история, тебя заводят, переводят, не разрешают ничего не смотреть. Уникальная история в том, что меня переводили из ИВС ЦИП в четверг, в день передач, и мне удалось передать, моим родственникам удалось передать передачу. Когда меня переводили, я в своих руках нес вот эту передачу. Я такой иду, думаю, красота, сейчас я заеду в новую камеру и сокамерников порадую гостинцами. И я несу эту передачу, даже успел посмотреть, что мне там передали, посмотрел, кто успел, думаю, мама, молодец, приехала, все такое. И меня переводят в эту камеру, и потом в момент перевода сотрудник, который меня оформлял, говорит, там тоже с матами такого, какого хера приняли передачу до суда? Ее быть не должно. Все, оформляем личные вещи. Ее заносят, эту передачу, в личные вещи, и эту передачу до своего момента выхода я и не увидел. Точно так и вторую передачу там через неделю ее передали, я вместе с ней вышел. То есть вот так. Ну все, перевели на Крестина, перевели в этот ЦИП. В ЦИПе меня поселили, интересная история, поселили в ЦИП. Сразу я не помню, то ли там 15, то ли 17 человек в камере на 4 вроде. Я уже могу путаться, правда, вот этой численности. Но так вот, если подводить итог, у нас максимальный рекорд был в камере на 4 человек 19. Меньше 16 не было никогда в камере на 4. Что за люди там вот в этой камере? Разные люди. В первую камеру я попал, было очень интересно. Я попал на задержанных на Цнянке велосипедистов, которых задержали за вот этот, я не знаю, тур де Цна. Это большая эта история. Их было большое количество велосипедистов, им там дали сутки. Был среди нас какой-то человек, который работал там где-то в Мингорисполкоме или где, и ему там сутки продлевались, то есть он был задержан сначала на 10 суток за распространение экстремистских материалов, потом на 15 суток за неподчинение, неповиновение, там еще что-то, и вот он там в сумме уже 30-е сутки сидел, и вот ожидал выхода, ему опять это все продлевали, и вот среди них разношерстная такая публика, но все в основном по политическим статьям, ну, как-то так. И вот среди нас там было, я не помню, сколько вот в первой камере было несколько человек, ну, вот были велосипедисты, потом там некоторую часть увели, развели, меня в другую камеру переселили, опять с другой частью велосипедистов, потому что им было больше 20, по-моему. И вот мы там примерно 7 дней я просидел с велосипедистами, и как-то, более-менее нормально, мы там хорошо с ними проводили время, играли в мафию, но тоже вот большой, густонаселенной такой компанией играли в мафию. И я называл это, вот всем родственникам рассказывал, как будто бы мы уехали на пикник с велосипедистами в походы. Мы такие застряли в походе, и сидим там, играем в мафию, и вот как-то так пытаемся провести время. Но в целом круглые сутки горит свет. Если про условия содержания говорить, то круглые сутки горит свет, он не выключается, нету такого разделения дневной и ночной. Круглые сутки один и тот же свет. Да, правдивая история про то, что разливают хлорку на пол. Это происходит во время утренней поверки. Тебя выводят на поверку, руки на стену, ладонями на стену, личный досмотр, там тебя осматривают, и в это время, пока ты там стоишь возле стены, тебя досматривают, просто берут из ведра там растворенную хлорку и выливают на пол. Вы заходите в камеру, начинаете это собирать. Делается это в рамках дезинфекции, профилактики коронавируса, но это происходит. Какие еще условия? Мало того, что не соблюдается никакая норма по количеству содержащихся в камере на количество койко-мест. Мы там пытались посчитать размеры камеры с помощью бумажного листка и разделить на количество содержащихся. Получалось 0,8 квадратных метра на человека. То есть, это сумасшествие полное. Артём, а вот правда гэта гісторыя, што ты там і
Анатолия Лебедьку сустрэў. Это, да, вторая часть этой истории, когда увезли велосипедистов в Барановичи, часть увезли, причем там тоже были странные истории, когда человеку нужно было сегодня выходить, и его этапировали в Барановичи, он выходит в 6 вечера, а его этапируют сегодня в Барановичи. Ну, мы там рассуждали, что это специально такая штучка, чтобы психологически как-то там нашкодить. Да, меня перевели, оставили на Крестина, почему-то не перевезли в Барановичи, оставили на Крестина, и вот перевели там в последнюю в камеру, в которой я был. И да, такая история, правда, я захожу и встречаю Анатолия Лебедька, и встречаю журналиста Белсата, который еще там журналистов Белсата, ну, всех вот этих, всех героев последних информационных сообщений. Были журналисты, позже потом к нам подселились. Ну, это вот нужно понимать, что это все меняется. То есть вот так это проходит мимо тебя люди, они так сортируются. В конце к тому уже начали подвозить людей, которые задержаны по делу комментаторов сбитых летчиков. И вот они там точно так влетают. Куча разных людей. Мимо меня проходили люди, которые... То есть сквозь меня проходили люди, которые были задержаны за листочки на окнах, за белые листки, за сердечки на окнах. Были люди, которые рассказывали такие истории, что когда-то в апреле месяце висел флаг на балконе, в 7 утра сегодня они спали с девушкой, к ним рвался ГУОПик в квартиру, проводил обыск, они там лежали в коридоре там замкнутыми руками, сотрудники вывешивали флаг, фотографировали, составляли протокол, увозили, типа массовое пикетирование там, или одиночное пикетирование, они дожидались суда. То есть такие всякие разные истории были. Вот комментаторы, задержанные за листочки, там кричали «Живи Беларусь», была история тоже вот, там на пару дней к нам, несколько часов заезжали ребята, которые на Зыбицкой выходили, тоже в новостях про это вроде писали, которые выходили на Зыбицкой, ну, они признали честно, что они были в подвыпившем состоянии, но они вызывали такси. И вызывая такси, не знаю, не расцените это как нацистское приветствие, прошу, но они вызывали такси, подняв руку вверх, сотрудники ОМОНа мимо проезжали и сказали, типа, вы там зигуете, то есть вы крикиваете нацистское приветствие «Зигхайль», задержали, осудили, крики «Живи Беларусь», все такое, 15 там, суток, 15-12 суток. Вот даже такие люди были. Но в целом интересно, люди интересно, они работали в похоронном агентстве, по-моему, рассказывали интересные истории про похоронное агентство. Да, и вот разношерстная публика, но в основном, да, по политическим, их очень много. Лебедька и там вот вся эта вот интересная история. Скажи, вот як гэта ўсё на здароўе адбіваецца і ці ёсць нейкая медычная дапамога тым людзям, якіх, ну, можа быць, праблемы са здароўем і вот кажуць про тое, што зараз у таго ж самого Лебедькі, з якім ты быў у камеры, праблемы са здароўем. Ці оказывается дапамога? Грустная очень история на самом деле. Я там забыл тоже рассказать, потому что вот со мной сидел человек, которого осудили на 30 суток, это было повторное нарушение, в течение года его задержали за то, что он положил 2 цветочка, 2 гвоздики на мемориале Тарайковскому. И задержали там в 7 утра, ему дали 30 суток, и почему-то его не этапировали. Вот тот парень, про которого я рассказывал, который из Мингорисполкома был, он точно так 30 суток провел на Крестина, да, то есть никак не менялось, он там примерно даже в 2 камерах, по-моему, за все это время побыл. Это очень-очень плохо сказывается на здоровье, то есть ты вот замечаешь, как человек там за 30, ты заходишь, видишь, что вот велосипедисты молодые, свежие, бодренькие, а вот этот чувак, он уже такой, ну, прям утомившийся, вот уставший, такой подуставший. Из Лебедька точно такая история. Все спят на полу. Нужно особенно рассказывать, можно долго особенно рассказывать про то, как мы укладывались спать. Это реально тетрис. Укладывались тетрисом, кто как, кто под умывальником, кто возле шконки, кто ложился в эту полку, кто спал на столе, кто спал на лавочке, кто спал на первом этаже шконки, кто на втором, там пытались на одной шконке подвое спать. И круглые сутки свет. Днем жарко, духота неимоверная, вечером, ночью холодно. Это все очень-очень сильно влияет. Лебедька, в том числе, я могу, не знаю, обнадежить или как сказать, ну, не хочу сказать, что там очень уж плохое у него состояние здоровья, вероятнее всего это какая-то банальная простуда, то есть насморк, там, кашель и все такое, да, человек не в супер хорошем тонусном состоянии, но это, скорее всего, простуда, потому что он спал на первом этаже, на полу, и ночью жарко, невозможно спать, мы открываем окно, холодный воздух идет вниз, и все, кто спят на полу, у кого нет там теплой одежды, их продувает, и они как-то там уставшие потом вот, начинают болеть. Никаких, дают какие-то лекарства, это все происходит так же смешно, когда ты там на этой утренней поверке говоришь, у меня болит живот или у меня болит голова, тебе дают какую-то там непонятную аспиринку, 2 аспиринки напополам, это утром, вторую часть вечером. Это от головы, а это от живота. Да, примерно так. Вот эта вся медицинская помощь, там есть куча интересных историй, когда надо обязательно это говорить, что
бывает такое, что у человека разболелась голова, или у человека заболел живот. Ну, это не страшно, с этим жить можно, как-нибудь это пройдет. Возникают различные страшные истории. Например, есть история, когда у одного из велосипедистов возникли проблемы, так скажем, там, ну, я не знаю, проблемы, не проблемы, какое-то воспаление в районе паховой области. Это серьезная проблема, которая требует медицинского там, осмотра, диагностики, установления причин там, и все такое. Он говорит, он там заявляет медсестре, санитарке о том, что произошла такая ситуация. Она говорит, ну окей, там, типа, что делать? Это просто опрелость. Все нормально, чаще там, типа, ходи, принимай душ. Ну, не принимай душ, чаще умывайся. Как это происходит? Некоторое время на районе, в там, московском районе, плановое отключение горячей воды было. И была холодная вода только. И люди мылись. Как происходит помывка в камере? Люди набирают 1,5-литровую бутылку холодной воды, она днем нагревается, или они там ложатся с ней спать. От человеческого тепла бутылка нагревается, и утром или днем можно помыться этой теплой комнатной температуры водой. Становишься над туалетом и пытаешься как-то помыться. Вот. И говорят, чаще мойся. Потом, благо, дали 26 или 28 числа дали горячую воду. Мы уже наполняли эти 1,5-литровые бутылки горячей водой, как-то пытались мыться. Ну и вот, и говорят, чаще мойся. Типа, и все. Их не волнует, как ты там, что ты делаешь. Много всяких нюансов было. Вот в одной из камер у нас была такая ситуация, что я заехал, подумал, как хорошо мы вроде бы, в принципе, живем. У нас открыто окно, свежий воздух. После того, как я 3 суток был в ВВС, то у нас было закрытое окно, спертый воздух, в эти алкаши, бомжи, невозможно дышать, ты уже сам пропах, воняешь, ну, это страшно. Я захожу в эту комнату, и мне кажется, это рай, открытое окно, можно дышать свежим воздухом. Было даже ощущение, что я такой летом сижу с пацанами в беседке, так все проветривается, мы сидим, общаемся, и такой кажется, ну, в принципе, сносно жить можно. И я заметил, что у них была зубная паста, были щетки, мыло, я думаю, в принципе, хорошо живем, влажные салфетки. Потом в один из дней это все может кардинально поменяться, проходит утренняя проверка, и просто там эти вещи оказываются на полу коридора, потому что якобы они там сотрудникам не понравились, не знаю, нельзя их содержать. И все, да, долгое время, там, дней 7, по-моему, была такая история, что у нас не было просто банально зубной пасты. То есть мы не могли там просто банально личную гигиену. Ну, ни о чем другом не стоит говорить. Там, типа, помыть голову, помыться самому. Это вообще из разряда фантастики что-то. Ну, хозяйственное мыло приходилось даже просить. Было такое, что у нас закончилось мыло, ты прям там мольбами утром заявляешь, дайте нам хозяйственное мыло. Потом в обед кто приходит, что у вас мыло закончилось? Да, дайте нам мыло. И там к вечеру только, ну, конечно, давали мыло, приносят там большой кусок этого мыла. Вот, и ты можешь вот спокойно 10 часов банально провести без хозяйственного мыла, там, и даже без хозяйственного мыла. Артём, на жаль, трэба завяршаць. Я на завяршэнне вось дам пытанне ад нашага глядачкі. Екатерина пытаецца. Як вы думаеце, які працэнт ад тых, хто адбыў суткі, спалохаюцца і перастануць праяўляць сваю пазіцыю? Я дадам ад сябе. Вот это, наколькі я ведаю, ўжо другія 15 суток, якія ты правёў у гэтых месцах, вот не з'явілася такое жаданне, да ад гэтай журналістыкі толькі суткі і атрымліваеш, а больше ніякай карысці ад яе, вот кіну я это ўсё. Не, ну, мне не возникло такого, если честно, но вот был один парень, которого задержали за БЧБ флаг под лобовым стеклом на автомобиле, и он точно так, он там лежал, и вот, типа, такой на этой шконке растрогался и говорит, типа, не надо мне это, говорит, в чем смысл? И там слушает эти истории, говорит, ну зачем вы это делаете? Не стоит, все, прекращайте, да, давайте этим вообще не заниматься. Все, говорит, отпишусь от всего, не буду ни в чем участвовать, не смотреть ничего. Такие истории бывают, но неоднократные. В основном самая главная мысль, которая была на протяжении всего вот этого ареста, это мысль выйти оттуда, на самом деле. Потому что главное выйти оттуда, там уже ты разберешься, что делать с этим дальше. Потому что тысячи историй, когда продлевается, вот когда мы там рассказывали в январе, феврале, когда студенту Багуира продлевали сутки, да, нескончаемо, то сейчас этих историй никто не знает, таких историй там повсеместно. 15 суток заканчивается, тебя должны выпускать прямо на входе, тебя просто вручают новый протокол, неповиновение сотруднику, ты заново заезжаешь в ту же камеру, там опять на новые 15 суток, и, ну, там прям этим кичатся, говорят, ты же понимаешь, что это может этим не закончиться. Ты можешь там хоть 60, хоть 100 провести, это будет, в принципе, ну, по их пониманию, законно. И все, кто думает об этом, мало кто говорит о том, что, типа, надо заканчивать с этим. Все просто говорят, тут фашизм, нужно по-быстрому отсюда выйти, там уже дальше смотреть. Но все настроены, в основном, главный подтекст, все настроены уезжать. Практически там 80%. А вот Анатолий Лебедько, большое спасибо ему, он разбавлял час, он проводил политические дискуссии, и не только политические, там, мы разговаривали про новую конституцию, мы проводили блиц-опросы про гомосексуализм, ЛГБТ-движение, всякое такое, и вот он в том числе говорил про миграцию, и
там практически все, там, за исключением 2 человек, у которых больная мама, говорили о том, что да, я только выхожу, дайте мне отсюда выйти, пожалуйста. Я только выйду за дверь, и все, я прямиком на первом ближайшем тракторе поеду в сторону границы. Ну, хотя еще просто люди тогда не знали, что закрыта граница с ЕС. Они просто еще думали, что можно будет уехать, не знаю, что с ними сейчас. Ну што ж, вось такія яны рэаліі, якія неяк не супадаюць з карцінкамі, якія нам паказвае гігант журналісцкай практыкі Азаронак. Дзякуй вялікі. Артём Майораў, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Спасибо. Трымайцеся, беражыце сябе.